Скажите, там любопытно, почему вы задали такой вопрос? Что такое норма права? Я сейчас объясню. Я очень благодарен, что у меня есть возможность обратиться к крымчанам. Дело в том, что напряженность, которая накопилась за 20 лет в Крыму, и с которой мы не согласны, она как раз-таки возникла по причине того, что те механизмы для правового регулирования, это возвращение крымских татар на свою родину, они не были заранее регламентированы. Потому что, как сказал Рифат Абдурахманович, не было готово само государство и не было готово общество. Потому что были созданы ряд мировоззренческих стереотипов с участием, скажем так, всех крымских вожатых. Как раз-таки сегодня яркая иллюстрация их такого ситуативного альянса, ну, который имеет очень довольно-таки глубокие корни в Крыму. Я сейчас объясню, о чем идет речь. Понятное дело, что определить сразу правила общежития, да, то есть так как понятно, что мы все крымчане, никуда мы от этого не уйдем. И вопрос консолидации крымского общества, то есть он просто необходим для того, чтобы всем нам было хорошо. Теперь я хочу сказать следующее, что еще с жарких 90-х годов, как раз-таки на изломе возвращения крымских татар, вот эти все крымские вожатые, которые спекулируют межнациональным вопросом, срослись в один преступный экономический организм, вне зависимости от политического окраса. Поверьте мне, пока не произойдет очищение в крымской политике, да, пока не произойдет обновление, мы будем постоянно сталкиваться с тем, что нам будут обещать. Нам будут рассказывать, нам будут просить нас поблагодарить их в том, что не пролилась кровь. Ну сколько нас можна запугивать? Пане Рифат, вас не було чути, будь ласка, скажіть повністю ту фразу, яку ви сказали у відповідь. Петр, а мне вообще до конца дадут высказать ту мысль, которую я хотел высказать? Це хто до нас зараз звертається? Пожалуйста, будьте Алі добрі. Хамзін, ну я дуже прошу тоді трошки коротше, тому що ви задовго формували свою думку. Будь ласка, докажіть. Уважаемый Руслан, про очищение мы можем говорить очень много. Да. Когда будете в Крыму, подойдите, я вам еще дальше буду продолжать помогать, как помогал, когда был народным депутатом Украины, в ваших некоторых проблемах с законом. Это я про очищение. Да. Здесь никто никого не пугал по поводу крови. Здесь все говорили о том, что исключительно из-за благоразумия людей крымское общество не удалось никому столкнуть такую систему отношений, когда была бы беда. Вот о чем здесь говорилось. Я прошу прощения, вы говорите о тех категориях, которые не знакомы я говорю о вас и о вашей проблеме, о которых я аудитории. помогал, когда я был народным депутатом хотелось бы сразу Украины. же рассказать, о чем говорит Рифат Абдурахманович. То есть как раз-таки это о том, скажем так, альянсе, который сегодня имеет место быть в Крыму. То есть я бы не хотел бы по персоналиям, но одного из крымских вожатых мы сейчас видим по правую руку от Рифата Абдурахмановича. Они стращают крымскими татарами сообща, да, то есть создаются всевозможные беспорядки. А потом, естественно, с помощью таких персоналей, как Грач, убеждают центр в том, что якобы действительно существует мифическая угроза крымских татар, и нужно уступить руководителям Меджлиса для того,